Так в сеть могут попасть розыгрыши наших ребят из Якутии. Азарова Ниргуяна, ученицы 31-й столичной школы, или чурапчинца Айсена Андреева. Кого ты отметишь как сильного шашиста? Из Монголии и из Башкортостана Аюпова Еосипова. А и наш тоже. Предстоящие поединки обещают быть захватывающим зрелищем, так как на турнире представлены противоборствующие школы по шашечному мастерству двух именитых тренеров Якутии – Марии Барденеровой и Николая Кычкина. Напомню, что именно они подготовили действующих чемпионов республики, России и мира. На этих играх в наших конкурентах замечена башкирка Руфина Аюпова, ведь она тоже имеет за плечами лидирующие позиции на чемпионатах мира и России. Суеверная Руфина отказалась давать нам интервью перед соревнованиями, а за кадром девочка отметила, что пришла в шашечный спорт в 6-летнем возрасте, благодаря примеру старшей сестры. По признанию большинства нами опрошенных ребят, международные шашки гораздо интереснее русских. Там и ходов больше, и логика интереснее. Одна партия длится 3-4 часа, и в течение этого времени нельзя даже выходить из зала, разве что только в сопровождении судьи. Какая должна быть выдержка? Третий день шашечных поединков завершился, фавориты оправдали надежды своих тренеров. Так в активе якутянина Айсена Андреева сегодня 2 очка. Столько же очков заработал и мастер Монголии Маламджамс Бамбасурем. Победу упустили Заровняев Чагыл, представитель нашей сборной, и Терехов Данил из Дальневосточного округа. Что касается девушек, то тут своим шансом воспользовались якутянки. Ангелина Попова и Иванова Лилия заработали по 2 очка. Столько же баллов у дальневосточницы Ворониной Марии и у монгольской шашистки Мунхбатар Нямжаргал. А Кычкина Айника и Руфина Аюпова сыграли в ничью.